бригада из человек 10 собирается, все пакует в чемоданы и вылетает в точку. Достаточно упаковать в чемодан, сдать в багаж и везти обычными гражданскими авиарейсами. Пневмокаркасная лаборатория, разработанная Роспотребнадзором в 2021 году. Особенность ее еще в том, что, несмотря на такой беззащитный вид, она не пропускает ни излучения, ни других вредных воздействий. Передаточный шлюз, через него поступают пробы в лабораторию. Далее бокс 3-го класса, после чего ставится уже выделение и ПЦР-диагностика. Данная лаборатория ничем не отличается от стационарной лаборатории. У нас есть помещение для снятия обычной одежды, одевания рабочей и защитной одежды. Пограничной зоной между чистой и заразной зоной является душ. Сейчас здесь нет опасного вируса. Специалисты демонстрируют, как это выглядит в период эпидемии. Границы дозволенного, как в любой красной зоне. Исследование уже вот в этом узком уголке. Что внутри этих пробирок, опасный вирус или инфекция, обычно не знает никто. В такой лаборатории можно работать с любой инфекцией, даже самой опасной. Живой вирус изолируют в специальном боксе, где можно его изучить. Она предназначена для выявления и идентификации микроорганизмов бактериальной природы, включая особо опасные клинически значимые, такие как чума, холера. Также эта лаборатория позволяет определять чувствительность микроорганизмов к более чем 40 антимикробным препаратов. Кроме того, эта лаборатория в зависимости от целей и задач может быть перепрофилирована. То есть у нас весь комплекс ПЭП сделан по принципу Лего. Мы можем собирать лаборатории и можем все съемное оборудование убирать и ставить то, которое нам необходимо. То есть если нам здесь необходимо проводить исследования на ковид, мы можем снять все бактериологические анализаторы и, соответственно, расположить здесь приборы для ПЦР и ИФА-диагностики. Передвижные, именно масштабные лаборатории есть, пожалуй, только в России. Эти огромные машины заезжают в самолет, нужно лишь приспустить колеса, и отправляются даже в самые отдаленные уголки Африки. Они уже боролись и с Эболой, и с последствиями самых страшных катастроф. Именно эта сцепка у нас летала в Ливан. Она была погружена на борт Ил-76 МЧС в городе Саратов, аэропорт Гагарин, и вылетели в Бейрут. С 2009 года был создан СПЭП первого поколения, который сейчас до сих пор трудится в Африке, в Гвинее. Вот он отправлен на то первого поколения СПЭП, тоже бактериологическое, индикационное. И до сих пор у нас сотрудники регулярно летают в Африку и на этих лабораториях работают. Сначала с Эболой, теперь с ковидом. Когда мы говорим о мобильной лаборатории, мы представляем целый комплекс на базе автомобиля. А здесь это действительно так. Полная автономность, собственный генератор электричества, система вентиляции и кондиционирования. Но мобильные лаборатории не были бы мобильными, если бы не выглядели вот так, как простая, обычная армейская палатка, которую можно надуть буквально за 40 минут. Техническое оснащение позволяет выполнять до 100 ПЦР-тестов и более 1500 других анализов в сутки. Оказывается, ликвидировать ЧП с патогенными микробами и вирусами можно вот в таких полевых условиях. Лаборатория разделена на 3 этапа, но эти медики из Франции предлагают объединить все в комплекс. Когда ситуация экстренна, важно действовать по отлаженной схеме и понимать друг друга без слов. Вот эти 3 зоны объединены вот в эту машину. Она полностью изолирована. Единственное, что представляет угрозу, это введение этого реагента, который выделяет кислоты. Однако сам процесс абсолютно безопасен. В течение часа результаты попадают на компьютер. Все, что происходило в эти дни в Казань-Экспо, конечно, лишь тренировки. Это презентация, демонстрация, если хотите. Сначала медики исследовали якобы вирусные пробы, затем эвакуировали якобы больного и следом ликвидировали псевдоаварию. Но таких объяснений оказалось недостаточно для активистов города, которые требовали открытости информации, а лучше отмены всех международных мероприятий. Кто знает, какое биологическое оружие могут завести во время учений. Они могут ввести что угодно. Они сюда эшелон с танками и с бактериологическим оружием могут завести. Все пробы, шифрованные панели проб, которые будут исследоваться в ходе этих учений, это пустышки, это имитаторы. Там нет никаких живых микроорганизмов, там убитые фрагменты, даже не целиком. И все элементы, которые будут использоваться на этих учениях, имеют сертификат безопасности.
Это можно сравнить с холостыми патронами, например. Учения организованы впервые в истории. То, что они проходят в Казани, не случайно. Именно здесь можно использовать мобильные лаборатории на базе автомобильных шасси не снаружи, а внутри помещения. Территория Казань-Экспо граничит с аэропортом, где принимают самолеты, способные транспортировать большие грузы. Проведение учения особо актуально сегодня, когда мир продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Почти 2 года наши врачи, ученые, специалисты прилагают все усилия для полной победы над инфекцией. Вместе с тем, по мнению многих экспертов, эта пандемия не станет последней. Крайне важно вовремя принять эффективные меры, чтобы не допустить распространения опасных инфекционных заболеваний. Текущая пандемия заставляет нас извлекать все уроки из прошедшего периода и готовиться к серьезным осложнениям возможным, но, к сожалению, вполне реально возможным в будущем. 120 человек участников – это команда Германии и 2 объединенные. Одна – России и стран СНГ, а другая – Франции и Бельгии. Но команды не соревнуются. Нет цели определить, кто лучше, а кто хуже. Задача – опробировать разработанные в этом году стандарты мобильных лабораторий. По итогам должен быть выработан единый универсальный алгоритм работы. Задача таких упражнений заключается в том, чтобы создать сеть подобных лабораторий, сделать подходы и процедуры общими. Когда происходит мировой кризис, чтобы лаборатории работали не каждый сам по себе, а слаженно. Здесь мы этому учимся и делимся опытом друг с другом. Кстати, по оборудованию наши и зарубежные лаборатории на 90% совпадают. Еще до пандемии такие лаборатории на колесах Россия передала в некоторые страны СНГ. И вот настало время, когда они пригодились. Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней.